Я за деньгами. Все. Я и дала. 84-летняя жительница столичного местечка Лесозавод Луиза Ивановна рассказывает полицейским, как стала жертвой телефонных мошенников. Днем пожилой женщине позвонил якобы сын и заявил, что попал в крупные неприятности. Затем трубку взял другой мужчина, представился сотрудником внутренних дел и поведал испуганной сыктывкарке о беде родственника. Злоумышленник представляется сотрудником правоохранительных органов и объясняет пенсионеру, что его родной попал в неприятную ситуацию и нанес увечья гражданину, в ходе чего тот попал в больницу. Для избежания уголовной ответственности необходимо передать определенную денежную сумму, чтобы она шла на лечение потерпевшего. Звонивший предложил пенсионерке оплатить дорогостоящую операцию, ведь жизнь человека, якобы пострадавшего от рук ее сына, висит на волоске. В противном случае родственнику грозили серьезные проблемы с законом. Саша, мама говорит, что мама, надо тебе дать за меня деньги. Угу. А речь, что, думаю, какая-то вот его же, но какие-то вот нотки там... Не похожие. Не похожие. Вот 3, что ли, нотки. Вот. Ну, деньги зачем? Почему? И вот он мне и рассказывает, что... Без доли сомнения пенсионерка согласилась передать потерпевшему на лечение 14 тысяч рублей. Вскоре на пороге ее квартиры появился крепкий мужчина, который и забрал деньги. Оказалось, в тот день на удочку мошенников попались еще 2 сыктывкарки. Чаще всего звонят пожилым людям, представляются сотрудниками правоохранительных органов и объясняют, что их родственник близкий находится в беде. Как правило, они постоянно держат свою жертву, так сказать, в постоянном напряжении. То есть они не дают ей отходить от телефона, чтобы она связалась со своим близким родственником и непосредственно сама уточнила у него данную информацию. К слову, во всех случаях злоумышленники звонили потерпевшим в рабочее время до 3 часов дня, чтобы исключить присутствие в квартире пенсионеров кого-либо из родственников. По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовные дела. Телефонных аферистов объявили в розыск. Ориентировку на подозреваемого отправили всем патрульным экипажам. Антон Булаев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.